Здравствуйте, меня зовут Николаева Настя, я ученица 5 класса Верхневлюйского республиканского лицея-интерната имени Михаила Андреевича Алексеева. Хочу представить вам свою работу «Сказочные функции в сюжете мультипликационных фильмов. Актуальность работы». За последние десятилетия появилось большое разнообразие в сфере мультипликационного производства. Нами было замечено, что при большом разнообразии композиция мультфильмов до сих пор создается по сказочной структуре. В начале 20 века известный ученый Валерий Яковлевич Проб доказал, что у любой сказки есть единая структура. Может ли быть секрет актуальности и популярности в наших любимых мультфильмах в том, что она имеет сходство с волшебными сказками? Научная новизна исследования в том, что впервые мотивы и персонажи мультфильмов рассматриваются в контексте сказочного функционирования. Объектом исследования являются мультфильмы «Тайна Коко», «Моана» и «Волшебный парк Джун». Цель данной работы – рассмотреть композицию мультипликационных фильмов с точки зрения сказочной структуры. Для достижения цели поставлены задачи. Первое – сравнить сюжет мультфильмов с обязательными функциями любых волшебных сказок. Второе – найти персонажей, присутствие которых обязательно и волшебные сказки. При исследовании мы опирались на работу Пропа, морфологии сказки и исторические корни волшебной сказки. Мы нашли следующие единые функции, которые расположены в строгой последовательности. Все начинается с запрета обращенного героя и его нарушения. В мультфильме «Тайна Коко», например, был строгий запрет Мигелю не трогать музыкальный инструмент покойного дяди. После нарушения запрета случается беда, и герой покидает свой дом. Следующим пунктом во всех случаях является путь в другой мир. В мультфильме «Тайна Коко» данное путешествие называется «Путешествие в загробный мир». Точно такое же путешествие делали и сказочные герои. Они отправлялись в 3 земли и встречали там Бабу-Ягу, Костяную Ногу и Кощея Бессмертного в облике скелета. Мигель в загробном мире встречает на персонажей, которые помогают или же мешают. Далее следует получение волшебного средства, борьба с врагом и возвращение домой. Как в сказках, герой преодолевает все трудности и в конце получает награду. В панализированных мультфильмах есть персонажи как герой, ложный герой, верный помощник и антагонист. Данные персонажи встречаются и в волшебных сказках. Таким образом, структура всех этих мультфильмов едина. Она создается по структуре волшебной сказки. В основе сюжета мультфильмов рассказ о преодолении некой недостачи и потери. Главного героя сопровождают его чудесные помощники. Герою нужно пройти испытание, выбрать правильный ответ и верный путь. Возможно, поэтому мультфильмы так нравятся и детям, и взрослым. Они напоминают нам волшебные сказки и настраивают зрителя на долгий, полный приключения путь. Спасибо за внимание.